Мы уже имеем предписание прокуратуры о том, что отлов производится не специализированным транспортом, что отлов не производится, значит, у людей нет спецодежды у ловцов, значит, нет там средств гуманного. Видите ли, не теми машинами отлавливаем. Ну, ребята, как можем, так работаем. При этом, значит, в празднике департамент ветеринарии принимает решение об усыплении безнадзорных животных. Я до сих пор не могу выяснить, я не ветеринар, но я не понимаю, как это животное контактировало со всеми этими 200 животными, как они все перезаразились, где есть уверенность в том, что они все действительно были заразны. Я вообще на сегодняшний день, защитники знают мою позицию о том, что я не уверена, что бешенство было. Нам сегодня не дают возможности провести значит, независимую экспертизу. Контейнер опечатан, и даже мне, как мэру города Якутска, в этот контейнер доступа нет. Я хочу помочь защитникам. Я спрашиваю, как? Мы проводили 4 марта, проводили комиссию, на которой ветеринары, а это республиканская структура, подчеркиваю, нам сказали, 10 дней будет значит, наблюдение. 3 раза в день будет клинический осмотр животных. Мы такие, ну хорошо, мы же не ветеринарные, да, окей, ладно. Бешенство, окей, давайте следить. Кто там будет проявлять признаки бешенства. И 9 числа мы, значит, получаем во всех социальных сетях видео с изображением значит, убитых животных. Я вообще не понимаю. Но при этом убийца мэр города Якутска, убийцы и живодеры, все жители города Якутска. Я уже не говорю про разрез наших глаз там, и прочие оскорбления, которые мы сегодня получаем. Мы сами виноваты в том, что происходит. Еще раз говорю, повторяю, моя принципиальная позиция. Если в правительстве принят такой документ, в котором вольеры должны быть от 16 до 25 градусов, у нас сегодня в городе Якутске не все люди живут в таких условиях. Правительство республики прописало температурный режим с вентиляцией. Вы знаете, какая температура у нас зимой? Сколько нужно отопления для того, чтобы поддерживать этот приют? Вы знаете, какая у нас жара летом? До 40 градусов доходит. Значит, я должна там установить кондиционеры. Я прошу прощения за мои эмоции, но просто накипело. Я хочу, чтобы нас услышали. Я бы сказал, что у вас не накипело, у вас своя позиция. Я читаю постановление правительства. Одного не было, я сейчас свою позицию скажу правительству. Приют должен иметь централизованные иные системы водоснабжения. Значит, отходами кормить нельзя. Корма должны отвечать требованиям безопасности, иметь ветеринарно-исправительные документы, оформленные в ГИС, федеральная информационная система «Меркурий». Нельзя использовать пищевые отходы. Вода должна отвечать санитарным требованиям. На сегодняшний день в тех расчетах, которые у вас есть, Павел Валерьевич, подтвердите мои слова, нет, не заложено ни копейки на строительство приюта. Раз. Во-вторых, не заложено средств на приобретение спецтранспорта. 2. Не заложено расходов на, значит, топливо для этих машин. Не заложено расходов на коммунальные расходы для этих приютов. Я не говорю уже по заработной плате и прочим вещам, я просила вас обратить на это внимание и еще раз подчеркиваю. Поэтому тех средств, которые на сегодняшний день предусматриваются, можно сколь угодно долго спорить. Много это денег, там 146 миллионов на всю республику, там, или мало это денег. Можно спорить. Да, есть госкомцены и так далее, там, они могут присутствовать. Но я говорю о том, что на сегодняшний день не все предусмотрено. Следующее. Как только будет принят закон Республики Саха-Якутия с нормальными формулировками о передаче полномочий муниципалитетам, как только будет определено значит, финансирование этой деятельности в соответствии с новым федеральным законом, мы объявим нормальные конкурсные процедуры, и я бы хотела, чтобы содержанием приютов и работой с безнадзорными животными занимались те, кто любит животных. Пусть это будут некоммерческие организации. Для меня данная ситуация это будет прям просто самый желательный результат. Я сработаю как касса. Все, что мне с республики передадут, я до копейки отдам, значит, соответственно, на проведение этой работы. Я и раньше говорила, и сегодня скажу,
Я считаю, что федеральный закон новый об ответственном обращении с животными, он правильный. Я сама, как владелица 3 собак, в том числе бродячие собаки, которую мы стерилизовали, ухаживали за ней, я совершенно точно знаю и могу вам ответственно сказать, что животные испытывают эмоции. Животные, у них даже настроение бывает разное. Они обижаются. Они испытывают радость. И, конечно, безусловно, как владелец животных, я этот закон поддерживаю. Но я и тогда говорила, и сейчас опять повторю, о том, что все-таки для таких особенных регионов, как Якутия, наверное, необходимо было предусмотреть поэтапное внедрение. С переходными периодами. На сегодняшний день, вот вы были в пункте передержки животных, но в соответствии с нашими нормативными документами животные там не должны содержаться. Там все нормально. Вот спасибо, Луна, за такую оценку пункта передержки, но как бы мы в соответствии с теми документами, которые есть, конечно, это должен быть период с другими вещами. Мы стремимся к этому. Мы стремимся. Вот он и есть переходный период. Работать там На самом деле, с тем, что есть. но у нас есть совершенно Только другие. работать. На самом деле, на сегодняшний день работа проводится. Значит, первая партия животных была отловлена, стерилизована, вакцинирована, выпущена до тех пор, пока не объявили это бешенство. Значит, я обращаю внимание всех, что когда усыпляли животных, в том числе усыпили 5 собак, которые были простерилизованы, имели чипы, бирки на ушах и были вакцинированы своевременно. Их тоже усыпили. А зачем кошек усыпили? Вот вопрос не ко мне. Думаю, коллеги будут выступать, скажут. Я прошу меня извинить за столь эмоциональное выступление, но будучи обвиненной во всех смертных грехах, ежедневно получая проклятия и угрозы, что мне нужно отрубить голову лопатой и положить в этот же контейнер, я, как человек, который больше всех, больше года бьюсь над тем, чтобы в городе Якутске реализовывался закон в том виде, в котором он принят, я считаю это несправедливо ни по отношению ко мне, ни по отношению к моему городу и его жителям. И поэтому, пользуясь случаем всех участников круглого стола, я все-таки призываю к тому, чтобы мы и поработали с нашими документами, и я все-таки думаю, что, уважаемый Денис Георгиевич, в постановлении правительства республики есть излишние требования. Излишние требования, которые не содержатся ни в федеральном законе, ни в соответствующих постановлениях правительства. Полемика между городом Якутском и правительством в части передачи отдельных полномочий сейчас рассматривается в Верховном суде. Но я думаю, что исход рассмотрения нашего искового заявления будет один. Государственное собрание примет закон, и наш иск будет возвращен нам в связи с тем, что он потеряет всякую актуальность. А затем мы будем вести свою полемику в части недостаточности финансирования. Потому что, Маргарита Степановна, вы юрист, вы подтвердите, что в соответствии со 131 федеральным законом муниципалитеты, переданные госполномочия, исполняют в той части, в которой осуществлено финансирование. Да, муниципалитеты имеют право заниматься деятельностью по содержанию безнадзорных животных, отлову и так далее. Имеют право. Но вы знаете, какая сегодня ситуация с бюджетом города Якутска. У нас дефицит почти там 1 миллиард. Поэтому все, что возможно сделать с 1 января, делается не безупречно. Конечно, в пункте передержки есть свои там проблемы, есть определенные нарушения там, с вакцинированием и так далее. Но все, в чем обвиняют Якутск, жители города Якутска, конечно, это совершенно не соответствует действительности. Я закончила. Спасибо за новую содержится на улице, практически, я бы сказал. Вот. Так что, Светлана, я тут прошу все-таки чисто там опять от себя все относить, ну так нельзя. Второй момент. Да, были скрыты контейнеры, но, коллеги, это как раз таки собаки, которые накопились за январь-февраль месяц. Почему они своевременно не были утилизированы, это тоже вопросом остается. И опять департамент ветеринарии или правительство виновато. Но мы сегодня собрались, еще раз говорю, не искать виновных, а постараться сделать все необходимые действия, как с нашей стороны, так и с вашей, чтобы больше у нас такой вопрос вообще не поднимался. Денис Георгиевич, у меня на руках копия письма депутата Государственной Думы
прямо указано. В момент проведения проверки закона Республики Саха-Якутия Мы сейчас можем полемику свою. это не полемика, это констатация фактов. Здесь круглый стол. Я хочу, чтобы участники круглого стола услышали мнение прокурора республики. Пожалуйста. О том, что закон Республики Саха-Якутия не приведен в соответствие требованиям федерального закона 498. Написано также, установленным этим вышеуказанным законом методика расчета не соответствует, не предусмотрены средства на лечебно-профилактические мероприятия владельцев, их содержание в приюте, а также учет, маркирование, стерилизация животных без владельцев, пишет прокурор республики. Отдельные положения закона Республики Саха-Якутия о порядке содержания, о котором вы говорите, что он действует, я могла бы подписать соглашение. Здесь указано противоречие требованиям федерального закона 498. Весь текст письма я зачитывать не буду. У вас своя правда, это вот как всегда. Я читаю письмо прокурора республики. В рамках внесения изменений в закон одно письмо было прокуратуры, что согласно, второе письмо прокуратуры, что не согласно, в том числе в части полномочий переданных департаменту ветеринарии. Кто эти полномочия, как уполномоченный орган на территории республики осуществляет. И все эти замечания прокуратуры, в том числе не приняты и госсобранием МТМ, потому что они соответствуют действительности. Полностью все брать за основу, что пишет прокуратура, это тоже неверно. Это тоже неправильно. Мы же должны все-таки в суть смотреть вопросы, которые обсуждаются. Коллеги, я предлагаю все-таки дальше пойти работать, в том числе и ко мне. Сказать, что вот давайте эти нормы все-таки менять. Просто я не пойму, у вас риторика в адрес того, чтобы от себя это все взять и убрать. Но это тоже неверно. Если бы у меня была И на территории, коллеги, бешенство обнаружено, а мы что сейчас делаем? Денис Георгиевич, если бы у меня была риторика взять и от себя все убрать, я бы с 1 января за счет местного бюджета и полудохлого предприятия эту работу бы не проводила. Первое. Второе. Все-таки приказ об эвтаназии до нас не доведен. Коллеги, дальше все-таки давайте мы пройдемся. Человека и общества. И ответственность владельца. Допустим, вы будете денег нет, а какие налоги платят владельцы этих собак? Сколько рублей за данных Владимировна? Вот видите, а в этом законе этих беспосланных собак надо держать в каких-то личных реальных условиях до скончания их физической жизни. За что? За что? Собаки удосужились таких королевских, скажем так, условий. Так каких нет наших людей даже. Поэтому, уважаемые представители, я не знаю, какой организации к нам приехали, сколько с самого начала не было рекомендованных, с кем мы общаемся. По всей вероятности, вы имеете доступ к законотворчеству федеральному, так ведь? Тогда зачем мы с вами разговариваем, понятно? Нам сейчас очень важно, чтобы были внесены серьезные поправки в федеральный закон. Наш депутат Павел Валерьевич совершенно правильно сказал. И вот федеральный закон пишется все на защите животных. Никакой закон на международном уровне, не пишется в целях защиты животных. Пишется в целях обеспечения безопасности людей, общества и животных. Трое порядок, они отдельно взятые. Далее, здесь мы видим, здесь в этом законе только 3-4 раза упоминается о собаках в федеральном законе. А животных много. Социально есть понятие животных, домашние есть понятие животных. Там тоже олени. Коллеги, у нас на самом деле все выступления сводятся к тому, что мы начинаем больше, знаете... Оно не защищает нас от собак. Я хочу начать свое выступление немножко статистики. В 2019 году в России от укусов бродячих животных за первые только 8 месяцев пострадали 290 тысяч человек. И около 30%
А какие методы собаки отлавливались? Простите меня, я говорю за статистику. Это практически 100 тысяч детей. При этом на федеральном уровне статистику получивших тяжкие увечья или погибших в таких инцидентах не ведет ни МВД, ни Следственный комитет. Численность безнадзорных животных до сегодняшнего дня. Я была депутатом второго созыва. Вот в прошлом году какое было техзадание по работе с безнадзорными? Вы знаете, я с безнадзорными животными не работаю. Я работаю... А я знаю, какое оно было. Отлов Вы и знаете, вы станция. себя ведете достаточно некорректно. У нас никогда не перебивают выступающих. Так вы же сказали... Извините, вы ведете себя некорректно. Анна Афанасьевна, вы ответили на мой вопрос. Я спросила, какими методами, вы сказали, я не знаю. Я сказала, что мы читали. Я еще раз говорю, я сказала в своем выступлении, законы должны быть на стороне людей, на стороне нежестокого обращения к собакам. Но еще раз я вам говорю, наши люди должны это понять, и для этого должны быть подзаконные акты, комментарии к нашим законам. Они просто спустили закон, правительство сделало, местное самоуправление не может с этим справиться. Товарищи ребята, о чем это говорит? О том, что у нас нет взаимодействия. И то, что мы сейчас говорим о том, что нам необходимо собраться, адекватное решение принять, и чтобы прислушалось правительство, депутаты России, Государственной Думы. И вот мы спрашиваем вас, вы имеете доступ к депутатам Государственной Думы? Вы нам не ответили. Вы нас простите, пожалуйста, но мы вообще-то, мне 70 лет. Очень хорошо. Да, и я поэтому считаю, что я имею право говорить о том, что детей надо защищать, а не говорить о том, что мы такие-сякие и приехали защитники благородные, а мы тут неблагородные сидим и говорим о том, что наших детей терзают собаки. Значит, вы ни разу не работали по этому закону. Тех задания, которые исполнялись до этого, не работались по этому закону. Они работались так, одну секундочку, как работались всегда. Собаки подвергались эвтаназии. Почему тогда детей съели эти собаки, которых уничтожали? Собак не стерилизовали и не выпускали на Они улицу. давление не становятся от Мы стерилизации. работаем по этому закону 6 лет, до его появления. У нас в Московской области нет ни одного покуса смертного, и количество покусов снижается. Вы можете проверить, это данные Роспотребнадзора, они в открытом доступе. Область, понимаете, мы не убиваем. Я понимаю, что разные, но в принципе и люди, и собаки это одно и то же. Просто всегда хочется спросить, а вы не пробовали что-то делать разумно, не тратя бюджетные деньги и не выкрикивая вот так вот драматически что-то? Да, вы знаете что, Илона Александровна, я вас очень уважаю и приглашаю вас приехать к нам и пожить. Я думаю, вы нас поддержите. Я уже приехала. Также, коллеги, давайте дальше пойдем, но хотелось бы сказать, что Некоммерческая организация, которая выиграет конкурсные процедуры и дальше будет заниматься приютом и пунктом передержки животных, чтобы вот они как раз съездили и ознакомились, как должно быть нормально, цивилизованно, так, чтобы и животным не опасно, и люди, чтобы понимали, что происходит, и были тоже поддерживали. Действительно, с населением надо работать. И можно, как-то... Сейчас, как волонтера города Якутска, волнует жизнь вот этих вот 70 собак, которые находятся в пункте передержки. Это раз, да? А в принципе, вот 10-дневный карантин уже прошел, что говорит о том, что эти животные не болеют бешенством. И в принципе, этих животных можно уже пристраивать в руки в семьи, отдавать их желающим. А желающие есть. Вот здесь сейчас в зале присутствует человек, который готов забрать все 70 собак, и все будет замечательно. Потом, значит, такой вопрос. В средствах массовой информации пишут,
Еще мне обещали письменно предоставить ответ на мой вопрос, почему животных нельзя вакцинировать, ну, доставлять с улиц города, вакцинировать, наблюдать за ними там, 10 дней, там, 15 дней. Ну и по факту, если животное не погибает, значит оно здоровое,